Пока Даура нет, я могу прочитать вам несколько фрагментов из выступления абхазского блогера в рамках дискуссии панельной «Устойчивый мир в регионе Южного Кавказа» в Европарламенте, где Даур сказал, что в том, что разделены народы, что в этом виновата Россия, что молодежь Абхазии не проинформирована о том, как живет остальная Грузия и что здесь происходит. И далее также говорил о том, что недопустимо в 21 веке, что грузины и абхазы, два народа, веками жившие плечом к плечу, создававшие совместные истоки, сегодня живут порознь. Кстати, он представился на абхазском языке, и это, возможно, была первая фраза, первое приветствие, сделанное на абхазском в здании Европарламента. Даур, добрый вечер. Добрый вечер, Гамаджаба. Гамарджоба, спасибо, что присоединился. Расскажи, пожалуйста, в первую очередь, ты сегодня прилетел из Брюсселя, насколько я понимаю. Расскажи, как ты попал на эту дискуссию, с кем еще встречался и о чем говорил. Мы ездили с делегацией Сухумского университета. Также там присутствовал ректор Сухумского университета, был деканат. Организаторами были люди с Польши и также с самого Брюсселя. Меня пригласили в качестве абхаза, в качестве лица своего народа. Заседание началось очень интересно, потому что главной повесткой стоял урегулирование конфликта по обе стороны Ингулии. Мгм. Скажи, пожалуйста, какую свою персональную ответственность ты видишь в этом процессе? Потому что, говоря об урегулировании конфликта, вот сейчас мы обсуждали с Патой Закаришвили, который почти всю жизнь посвятил этой теме, даже ему сложно давать какие-то конкретные рецепты. Ты, как человек, который не помнит, скорее всего, да, если что, поправь меня, пожалуйста, войну, который был далек от риторики наших родителей, дедов. Какие можешь дать рецепты для того, чтобы помирить ту же молодежь, о которой ты говорил в Брюсселе? Вот это самый главный фактор, что я, да, может быть, и не знаю эту войну, я ее не видел. И касательно, что именно молодежь сегодня, да, это было, я не отрицаю, 30 лет назад с обеих сторон было достаточно много жертв, было много крови пролито. Но жить сегодня, вчерашним днем, это тоже не дело, да. Мы должны идти вперед, мы должны строить свое совместное будущее. Да, у нас же была как-никак совместная история, которую в один прекрасный момент прервали. И сегодня никому не выгодно, лично я считаю, что сегодня из любого другого государства мира никому не будет выгодно, чтобы два народа вновь воссоединились, потому что многие понимают, что это огромная сила, и это действительно сила. И сегодняшняя молодежь, которая проживает также да, по обе стороны Ингурии, что в Абхазии, что здесь, в Тбилиси, в Батуми, неважно. Сегодня это та сила, которая должна вести к этому миру. Мы должны дать друг другу, не знаю, свободное общение, свободный доступ к информации. Мы не должны замыкаться в том, что когда-то было. Войны на планете, да, они всегда, в принципе, были, все воевали. Да, возьмем даже, я не знаю, 41 год или Анакапийское сражение, где, да, было объединено Абазго-Картвельское и Абхазское царство. Мы выстояли против арабского завоевателя. И с этого момента у нас идет огромная история. Мы должны это все сохранить, восстановить. Мы должны показать то лицо, которое посодействовало этому конфликту. И мы должны признать эту правду, что она никому не выгодна была. Ни нам, да, грубо говоря, ни вам. Просто разрушилась наша огромная большая семья. И Расскажи, сегодня все пожалуйста... в руках молодежи. Да-да-да, продолжай. И это мое личное мнение. Я думаю, сегодня только молодежь может все восстановить, потому что, да, было то время, сейчас совсем время другое, время ускорилось, да, идет прогресс, идет развитие. Я лично, ну, да, я как абхаз, я не хочу наблюдать тот момент, когда у нас, я не знаю, элементарно продают земли, заселяют, грубо говоря,
российским народом абхазскую землю? Зачем это все надо? Тогда у меня складывается такой вопрос. Самое, что интересное, находясь 2 года в Тбилиси, наверное, уже человек 10 точно у меня спросило, а если мы, да, у нас был конфликт, и Абхазия воевала за свою независимость, почему сегодня президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжаня так свободно разбазаривает земли? И в этот момент я всегда ловлю ступор, я даже не знаю, что ответить. Ведь потому что эти люди правы, они правду говорят. Зачем это тогда все было? Зачем по обе стороны Ингурии люди пролили кровь? Для того, чтобы сегодня кто-то просто взял и продал налево, направо, когда наши, да, предки лежат в земле, это не, я считаю лично, это неправильно. Тоже скажи, пожалуйста, мы знаем и как бы всем известно, что в Абхазии, в принципе, есть доступ к интернету, и даже какие-то традиционные блокировки российские не распространяются на этот регион. Почему молодежь не может, скажем так, пользоваться теми благами открытых источников и смотреть более-менее, ну, я не скажу качественную или объективную, но хотя бы отличающуюся от официальной российской повестки информацию? Как это происходит? Какие интересы у абхазской молодежи? Знаете, уже был подобный вопрос, и даже конференция была. Я никого, конечно, сейчас не хочу обидеть, но очень много есть, да, действительно организаций, особенно здесь, в Тбилиси, которые работают на грузино-абхазским конфликтом. Но даже для меня и самой Абхазии люди мне часто задавали вопрос. Мы к ним заходим на сайт, да, но мы не видим не то, что мы не видим ни русский и ни абхазский язык, но многие грузинский, английский язык в Абхазии не знают. И поэтому эта информация остается для них закрытая. То есть, да, я очень часто предлагал, если мы работаем над этим, давайте добавим тот язык, который сегодня в Абхазии хотя бы, ну, используется в обиходе. А это, конечно, ну, русский язык. Даже в судопроизводственном деле абхазский язык, ну, не принимает участия. Ну, о чем говорить, Конституция Абхазии, да, законодательство написано на русском языке. То есть наш родной язык абхазский сегодня та власть, которая, да, является нелегитимной, она его сама по себе уже притесняет такими действиями. Это все поэтому. Поэтому все, что я делаю, да, с ребятами, которые являются этническими грузинами, мы делаем это все на русском языке, и эти люди меня в этом плане поддерживают. То есть нету такого укоризма, что должно быть все на грузинском или на английском, потому что эти люди понимают, что в Абхазии сегодня грузинский и английский язык мало кто может для себя понять. Ну, то есть не знают. Это, то есть, открытый доступ. Скажи, пожалуйста, вот сейчас нас много смотрят из Абхазии, я смотрю, в комментариях ведутся очень интересные дискуссии, если можно это так назвать. Что бы ты сказала этим людям? Очень многие упрекают тебя в том, что ты, говоря мягко, неправильно себя ведешь, защищая те позиции, которые ты озвучил. Даур. Я, знаете, что скажу? Эти люди сегодня, может быть, как-то меня неправильно воспринимают. Ну да, есть те люди, кто и поддерживает меня с Абхазии, но называя меня предателем, и я понимаю, что там примерно сейчас пишут, я не могу сказать, что я есть предатель. То есть весомых аргументов на это нету. Да, я уехал. Потому что если бы я начал на территории Абхазии все это делать, мне бы этого не позволили, меня бы просто на следующий день бы не было, как это в принципе и происходит. Второе, я никогда не говорю ничего. Для меня, да, для меня Абхазия это всегда была Абхазия, и она остается для меня Абхазией. Но я единственное, что понимаю, я вижу наше будущее совместно, как это и раньше было. Сегодня мы находимся на грани исчезновения, это должны многие понимать. Из 250 тысяч населения Абхазии нас 50 тысяч там живет. Все остальные это русские, армяне, ну и кто-то приезжает оставаться. Мы, то есть, на грани исчезновения. Наш, даже элементарно наш язык ни во что не ставится. Его само правительство не может, если узаконить достойную форму, чтобы он хотя бы, я не знаю, на законодательном уровне был, да, где-то прописан. Они ставят русский язык. Мы сегодня абхазский язык учим до 4 класса, а дальше у нас идет также русский язык. То есть, как я неправильно себя веду? И элементарно в том, что я хочу, чтобы наш язык был. Если сегодня официальный Тбилиси, то есть в Конституции официального Тбилиси абхазский язык вписанный, защищается, Конституция Грузии стоит наравне с грузинским языком.
Тогда я не понимаю, если сегодня нам протягивают руку помощи, почему я должен от этого отказываться, когда я вижу, что мой народ элементарно, гибнет. Элементарно каждую неделю на дорогах у нас погибает от неправильного вождения от 5 до 10 человек. И мне, конечно, это меня не будет устраивать. Я хочу, чтобы, наоборот, народ процветал, да, народ видел будущее, чтобы человек, который отучился, закончил школу, закончил университет, мог себя как-то реализовать в этом мире. Но дальше реализации никакой нет, потому что кроме, извините меня, в Россию или там в Науру, мы никуда не можем поехать, не можем ничего сделать. И это ненормально. Сегодня, когда я получил гражданство Грузии, я поехал в Европарламент на данную дискуссию. Многие начали говорить, все, он покинул страну, он сюда не вернется. Нет, я горю этой темой, я в это верю. Я хочу, чтобы это все сбылось. Мы должны объединиться. У нас нету другого пути. Мы на грани исчезновения, и это так. Сегодня абхазская власть идет вразрез своему народу. Они распродают земли, они строят апартаменты, они подписали документы о двойном гражданстве с Россией. Даже, да, когда Жириновский до своей смерти сказал такие слова: сегодня в Абхазии не хватает 300 тысяч, давайте заселим их русскими. А что тогда, куда сам абхазский народ будет уходить? В горы? Это катастрофа для демографии будет. Это просто через 5 лет самого языка уже не будет, а еще через 10 лет... Да, уж скажи, пожалуйста, какая аудитория тебя смотрит? Факт. Я знаю, что у тебя активные очень соцсети, ты вещаешь, как ты уже говорил, на русском языке. Да. Какой возраст аудитории, какая география, которая тебя смотрит? Аудитория, наверное, от 15 и до самого преклонного возраста. Это в основном Но я, ТикТок? знаете, что еще хочу сказать? Угу. ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, да. Угу. Я еще что хочу сказать. Очень много, на самом деле, с Абхазии людей приезжает, с которыми мы видимся, встречаемся. Конечно, может быть, не все себя афишируют, но очень много кому, да, проводим какие-либо экскурсии, и они потом свободно уезжают, и то есть у них уже мнение меняется. И я их могу понять, почему они хотят сохранить свою анонимность, да, потому что даже после того, когда приезжал один парень, Самсон Маргия, он хотел остаться, но его начали запугивать, что сожгут дом, там еще что-то сделают, в итоге он уехал. Поэтому я это все прекрасно понимаю. Но люди приезжают, особенно молодежь приезжает, это очень радует. Это те люди, которые действительно хотят разобраться во всем, не хотят жить во лжи, что я исключительно всем и желаю. Мы должны идти в ногу со временем, мы не должны жить порознь. Я не считаю, что это была именно наша война, которую кто-либо хотел по обе стороны Ингури. Это все было спровоцировано. Еще вот приезжая из Сухуми, твои сверстники, вот куда они просят сводить или показать, какие темы их интересуют, не знаю. Да, если честно, вообще по-разному бывает. Кто-то хочет Батуми посмотреть, кто-то хочет, не знаю, Мсхету. Все всегда по-разному. То есть это уже даже... Или просто сходить в кино, да, наверняка. Ну да, просто увидеть что-то, да, действительно. Очень сильно удивляются, когда видят здесь молодежь, которая, оказывается, даже не знала, что у нас когда-то что-то происходило плохое. То есть, да, меня, грубо говоря, здесь тоже бывают: а ты абхаз, да, а где это? Были даже такие моменты. И это очень плохо. Интересно. На самом деле это очень плохо. Это говорит о том, что история уже пропадает. А это часто такое бывает? Потому что, мне кажется, тут вообще все бредят. Нет, это у меня было всего лишь один раз такое. Ну, да. Это я ездил в Батуми отдыхать, и там просто люди подошли, они меня увидели, говорят, в ТикТоке: знаем тебя, но до тебя мы не знали, что такое, говорит, происходило. Угу. Да. Мы, кстати, тоже проводили опрос на улицах, просили слушать просто прохожих абхазский язык и назвать какой-то язык, и очень сложно им давалось, фактически никто не смог ответить. Какой-то язык, и жаль, что в Абхазии тоже с этим проблемы, потому что я сегодня буквально смотрела дискуссии в парламенте местном, и все дискуссии шли в основном на русском языке, поэтому, к сожалению, говоря об опасности со стороны грузин, возможно, стоит задуматься о том, что язык уже фактически исчезает даже из официального потребления, что действительно... Да, это факт, это правда, это да, так и есть.
Но Хорошо, будем спасибо надеяться, получится. большое. Это был Даур Буава, абхазский блогер, который недавно говорил, вещал на одной из дискуссий в Европарламенте и даже вот, произнес несколько слов на абхазском, что, возможно, случилось впервые в истории абхазского Да, народа. даже там так сказали, что это было впервые. Никогда не было, чтобы был приглашен лицо абхазской национальности куда-либо в подобные места, и Мгм. чтобы кто-то слышал абхазский язык, это правда. Спасибо, спасибо, спасибо за эфир. Счастливо, Спасибо удачи. вам большое. Да. Димадлоба нахуй.